Переходим к рассмотрению обращения. Слово для доклада предоставляется судье Бубике Миргуль-Раскулбековне. Уважаемые коллеги, участники процесса, 29 августа 2022 года в Конституционный суд Кыргызской Республики поступило ходатайство Шарапова Джанабека о проверке соответствия статьи 95 Уголовного кодекса, части 2 статьи 56 Конституции. В своем ходатайстве Шарапов отмечает следующее. В части 2 статьи 56 Конституции установлено, что в Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие и умаляющие права и свободы человека. Заявитель обращает внимание на часть 5 статьи 76 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года за номером 68, согласно которой было предусмотрено, что если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока ее погашения. Указанный кодекс был признан утратившим силу законом о введении в действие Уголовного кодекса, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовного процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, Закона Кыргызской Республики об основах амнистии и порядке его применения от 24 января 2017 года за номером 10. Однако в статье 95 действующего Уголовного кодекса, которая регулирует вопросы судимости и ее погашения, не содержится норма, предоставляющая осужденным право снятия судимости до истечения срока ее погашения в случае безупречного поведения. Заявитель считает, что такое регулирование Уголовного кодекса отменяет и умаляет его права и свободы. Определением коллегии судей Конституционного суда от 21 сентября 2022 года ходатайство было принято к производству. 13 октября 2012 года в Конституционный суд поступило ходатайство Мацакова Самата Аскаровича, Рамазанова Исени Арстанбековны, Баишева Нурбека Баишевича о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Закона Кыргызской Республики о внесении в действие Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года за номером 126. Заявитель отмечает, что оспариваемые нормы внесены изменения в Закон о введении в действие Уголовного кодекса, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, Закона Кыргызской Республики об основах амнистии и порядке ее применения от 24 января 2017 года, согласно которым статьи 7 и 8 данного закона признаны утратившими силу. Так, пункт 17 статьи 7 отмеченного закона предусматривал, что правила, установленные Уголовным кодексом от 1 октября 1997 года в отношении давности условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, назначения наказания более мягкого, чем предусмотрено законом, погашения и снятия судимости распространяются на лиц, совершивших преступления до вступления в силу Уголовного кодекса, за исключением случаев, когда Уголовным кодексом смягчаются уголовно-правовые последствия преступного деяния указанных лиц. Субъект обращения считает, что, исходя из смысла указанной нормы, очевидно то, что законодатель предусмотрел в период переходного правосудия право суда на снятие судимости в соответствии со статьей 373 Уголовно-процессуального кодекса в редакции 1997 года. То есть суд вправе был рассматривать вопрос о снятии судимости в соответствии со статьей 76 Уголовного кодекса в редакции 1997 года и принимать решение о досрочном снятии судимости либо об его отказе. При этом законодатель не предусмотрел в оспариваемом законе нормы, предполагающие давать право суду принимать решения в части переходного правосудия по Уголовному кодексу в редакции 1997 года, а наоборот, признал их утратившим силу. В данном случае заявитель указывает, что законодатель принял нормативно-правовой акт, который лишает человека права на обращение в суд Кыргызской Республики с вопросом
о снятии судимости. В соответствии с частью 2 статьи 56 Конституции установлено, что в Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. Субъектом обращения в закреплении своих доводов приведен пример о том, что адвокат Рамазанова ходатайствовала о снятии судимости, ссылаясь на статью 76 Уголовного кодекса в редакции 1997 года и часть 1 статьи 12 Уголовного кодекса, в которой предусмотрено, что закон, отменяющий преступность деяния или смягчающий уголовно-правовые последствия преступного деяния, имеет обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывающих его. В действующем Уголовном кодексе отсутствует норма, предусматривающая снятие судимости, при этом статья 12 Уголовного кодекса содержит обратное действие Уголовного закона, в связи с чем судьей Первомайского районного суда города Бишкек ходатайство адвоката Рамазановой было удовлетворено, и судимость была снята до истечения срока погашения с постановлением от 14 марта 2022 года. Позже судебные коллеги Бишкекского городского суда на основании апелляционного представления прокурора упомянутое постановление Первомайского районного суда было отменено. Указанная судебная коллегия обосновала отмену постановления тем, что действующая редакция Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики правовой институт снятия судимости не предусмотрен, предусмотрено лишь автоматическое погашение судимости по истечении определенного срока. Следовательно, в полномочия суда не входит разрешение и рассмотрение вопроса о снятии судимости. Также она считала, что в соответствии со статьей 30 Уголовного процессуального кодекса судье в пределах своей компетенции, рассматривающему дело единолично, осуществляющему распорядительные действия по подготовке заседания суда или обеспечению исполнения приговора или другого решения, разрешающему ходатайства и жалобы, принадлежат полномочия суда. Однако суд первой инстанции не соблюдал и не принимал во внимание требования отмеченной статьи Уголовного процессуального кодекса, в связи с чем заявители считают, что законодатель, признав утратившим силу оспариваемую норму, лишил права граждан на обращение в суд в части досрочного снятия судимости, поскольку в настоящее время еще остались лица, осужденные по Уголовному кодексу в редакции 1997 года. Определением коллегии судей Конституционного суда от 15 ноября 2022 года указанное ходатайство было принято к производству. 8 февраля 2023 года в Конституционный суд поступило ходатайство Мацакова Самата Аскарача о проверке конституционности части 5 статьи 80 Уголовного кодекса. Субъект обращения отмечает, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 61 Уголовного кодекса в редакции 1997 года предварительное заключение засчитывалось судом в срок наказания. При этом один день предварительного заключения соответствовал 2 дням содержания в воспитательной колонии общего или усиленного режима, в исправительной колонии общего, усиленного или строгого режима в дисциплинарной воинской части. Согласно действующему Уголовному кодексу, срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается из расчета 1 день под стражей за 1 день лишения свободы. Мацаков отмечает, что с точки зрения лишения свободы важен каждый час, и нет никаких правовых причин игнорировать в плане зачета даже 48-часовое задержание. Также субъект обращения считает важным рассматривать аспект нахождения лица на стадии предварительного следствия в следственном изоляторе и колониях службы исполнения наказания при Министерстве юстиции, где важно различать режим, выраженный в условиях содержания, так как условия содержания в следственных изоляторах и колониях сильно отличаются по условиям содержания и распорядку. В соответствии с частью 4 статьи 56 Конституции никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким и унижающим достоинство видам обращений и наказаний. Заявитель приводит положение части 1 статьи 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, где указано, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности. Также упоминает часть 3 этой статьи, которая предусматривает, что пенитенциарная система должна обеспечивать
режим для заключенных с существенной целью, которой является их исправление и социальное перевоспитание. Мацаков считает, что содержание обвиняемых до вступления приговора в законную силу в следственных изоляторах, отличающихся по своим условиям и режиму от колонии, является по своей природе, правовой природе, унижением человеческого достоинства и может быть приравнено к пыткам, жестокому или унижающему достоинству видам обращения или наказания. В этой связи Мацаков считает, что часть 5 статьи 80 УГА Уголовного кодекса, ухудшающее положение лиц, содержащихся под стражей до вступления приговора в законную силу, противоречит статье 55, частям 2 и 4 статьи 56, части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Определением коллегии судей Конституционного суда от 16 февраля 2023 года ходатайство Мацакова было принято к производству. Учитывая однородность требований Шарапова, Мацакова, Рамазанова, Баишева, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 32 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, вышеуказанные 3 дела были соединены в одно конституционное судопроизводство. На сегодня со стороны судьи-докладчика выполнены все процессуальные действия в целях обеспечения правильного разрешения дела, проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращения и подготовкой дела к рассмотрению, по результатам которой дело готово к рассмотрению Конституционным судом. Уважаемые коллеги, есть вопросы к Миргуль Рыскулбековне? Нет, да?